Всем здрасте, вы на канале Ветви. Эй, йоу! Всех с праздничком! Здравствуйте. Всем привет! Guten Tag, Дадзя Хаус, здоровенькие булы и просто всем привет! Вы смотрите видеоблог студии Ветви. Мы решили, что каждый из тех, кто снимал в 2018 году какие-то видео для нашей студии, расскажет сегодня о своих коллегах, то есть о всех нас. Тем, кому это интересно, наверное, узнают что-то новое про каждого из авторов нашей студии. Это Кэп. Постоянно присутствует на съемках. Взрослый, оттого серьезный. Кэп часто смотрит мимимишные видео с собачками. Любит фэнтези, как и я. Он занимается джиу-джитсу. Постоянно то худеет, то толстеет. Он заставлял нас брать фломастер в рот и проговаривать скороговорки. Активное продвижение здорового образа жизни без вредных привычек. Кэп очень часто стоит за кадром и всех критикует. Но когда он сам в кадре, никому не разрешает критиковать его. Почему? Вот это что такое? Ты не говори так, Видишь, он даже сейчас оспаривает это как бы. Кэп обожает рюкзаки. Очень любит космическую тему. У него, походка, как будто он ходит по Луне постоянно. Ну, он прям помешан же на космосе. У него даже есть космический шлем. Космонавтический шлем. Космонавтский. Космошлем. Человек энциклопедических познаний. Остроумный. Человек, с которым можно поговорить обо всем. Кэп как-то ответил мне на китайском. Понимаете, да? Китайский знает, английский знает. Потом он даже брал интервью на английском языке. И в машине он говорит про НДС. Когда Кэпу скучно, он начинает делать свое вот это. У Кэпа длинные седые волосы вперемешку с черными. Обладатель прекрасной прически каре. Всем привет, вы смотрите программу «Пропеллер». Кэп отличный товарищ. Прекрасные волосы, я сказал. Я не знаю почему, кстати, у него погонял Кэп. Он не похож ни на Капитана Америку, ни на Капитана Джека Воробья. Он Кэп. Кстати, я до сих пор не знаю, почему Кэп. Кэп, слезки на платье из ситца. Запомни ты меня таким придурком. Максим – очередной обладатель экзотической фамилии у нас на студии. Я думал, что это прозвище, оказалось, что это фамилия. Возбужденный постоянно. Что-то ходит, как будто у него что-то куда-то опаздывает. У него глаза разного цвета. Максима я знала еще до знакомства, потому что он снимал вайны. Макс, ты можешь круче лицо сделать, а? Нормально, клип снимаем же как-то. Давайте еще. Ну ты такой даун, а? Давай, допустим. Не открывается? Максим занимается стендапом. Занимается прям так честно. Вот с Максимом очень комфортно работать именно в творческом плане, потому что он всегда вот в этом творческом поиске находится. Готовит команду КВН школьную уже несколько лет. Они побеждают, он хороший руководитель. Он ведет игру City Quiz. Знает много современных песен и поет их на гитаре. Если по ночам гуляешь ты с друзьями, ты не сдашь ЕГЭ, ты не сдашь ЕГЭ, ты не сдашь ЕГЭ и станешь дворником. А еще он из Алекминска. Он не привез мне ни разу алекминского сыра. Где мой сыр? Макс рекламировал кофты. Кстати, я продаю кофты, напишите мне в директ. У Максима очень забавный смех. Ой! Макс на самом деле очень идейный человек. Всегда ходит мега заряженный и мега позитивный. Допустим, делает новое шоу, да, подбирает какие-то новые форматы. Новые форматы. О,
О! Миша Кириллин — это уже термин, это определение. Человек, который одевается как настоящий ведущий. Всегда при этом. У меня вопрос, какого черта? Ведь есть другая одежда. Темная странит, поэтому постоянно ходит в темном. Я это знаю. Проблемы с Мартыновым одинаковые. Но Миша Кириллин — это состояние души. Миша Кириллин — это настроение, это цвет. Человек, которому 29 лет. Миша Кириллин — это множество разных сочетаний несочетаемого, но в то же время это гармония и порядок. Если это войдет в эфир, тебя найдут и посадят. Вырежьте. Миша родом из Верхоянска, и там они играли в разные верхоянские игры типа пятнашек при помощи ружья 20-го калибра, что уже, в принципе, многое говорит о его бэкграунде. Миша меня сидит сейчас за кадром, троллит все время. Он в крайней степени бескрайний. Миша Кириллин постоянно обзывается в WhatsApp. Он занимается борьбой. Как-то раз мы пришли на тренировку в спортзал и встретили там Мишу, он сказал, вот, пришел, решил заниматься, и под конец тренировки я смотрю, что Миша держится за рот и уходит. Выяснилось, что он подскользнулся и выбил себе зуб. Ну, типа, я могу сделать зуб. Нет. Деньги есть, но не делает зуб. Это не изюминка, Миша. Нет зуба у тебя, понимаешь? Другие вещи вообще совсем. Ну, что неправильно делать? Ой! И второго зуба нет. Это очень смешная история, потому что потом с этим зубом была целая эпопея, он что с ним только не делал, в итоге поставил себе какой-то съемный зуб, который в разгар каких-нибудь вечерних мероприятий он любит снимать. Иногда он этот вставной зуб теряет. Как бы... Ага. Корень-то мне вырвали. Я зуб вырвал на халяву. А это? Миша умеет монтировать видео. У него есть свой собственный канал, который он постоянно ватит развивать. Постоянно кричит в микрофон. Веселый, громкий. За словом в карман не лезет. Миша топовый КВН-тренер. Мишка, у него есть собачка. Гигантский пес, я знаю, которого он любит и гуляет с ним по лесу, в котором он живет. Миша обладатель особняка на Вилюйском тракте. Поэтому у него постоянно плохой интернет, он ездит обновлять ПБГ в город. Из старого я могу вспомнить, что Миша Кириллин не запомнил ни одну подводку наизусть. Тексты. На это мероприятие для творческой братьи. Вот у него кластерная память вообще не развита, что ли, или что, я не понимаю. Миша — это такой мальчишка в душе, но при этом он очень хорошо видит свои перспективы и постоянно старается достичь каких-то своих целей. Миша самый высокий у нас из всех. Он очень умный человек. По нему не скажешь, конечно, но он очень умный. У него золотая медаль, как и у меня. Он вообще кайфовый. Вот кайфовый — это, наверное, Миша Кириллин. У Миши день рождения 4 апреля. Очень красивая. Она умеет, кстати, очень красиво молчать. У Маши очень необычная внешность, и вот с недавнего времени она решила преследовать карьеру модели. Участвовала в этом году в 5 конкурсах. Все по ней вздыхают и говорят, какая она красивая, и мы не исключение. Маша достаточно мягкий человек. Маша любит бордовый цвет. И она начала его использовать в своем гардеробе, делать макияж с этим цветом еще до того, как это стало мейнстримом. Большая любительница каких-то платьюшек из 80-х почему-то. Она меняет свой имидж. Платье другое, там макияж другой, там прическа другая. Девушка, которая сначала хотела татуировки, а теперь их не хочет. Некоторые люди считали, что Мак — это ее настоящий фамилия. Всегда опаздываешь. Когда тебе говорят в 6, надо приходить в 6, а не в 6:30. Где Маша, где Маша? Маша раскрывается не перед всеми людьми. Вы мою реакцию не пресечете, а я хорошо скрываю свои эмоции. Я вот тоже не могу много чего сказать о Маше. Она какая-то скрытная. Мне кажется, ее нам подослали. Она шпионит за нами, короче, чтобы куда-то пойти и рассказать, что мы где-то делаем. Маша хочет быть психологом. Маша училась в музыкальном колледже. Маша хорошо поет. Очень тихо разговаривает, но при этом улыбчивая. Ну, она вся такая вот воздушная, легкая, и такая вся такая... У Маши экзотичная внешность, и поэтому кажется, что она какая-то пафосная, чика. Но на самом деле она очень проста в общении, любит покривляться, побеситься, и поэтому хорошо вписалась в наш коллектив. У меня реакции нет. Маша просто... Знаешь, какое лицо мне было? Такое... Если вам что-то нужно, она заряжена на любой движ. Типа, давай, снимем. Она снимается. Давай, там, что-то сделаем. Она делает. Ну, типа, вот такой человек. Ну, Маша человек по жизни хороший, я ее люблю, я с ней дружу. Маша, привет.
Лерочка Толмачева. О, вот мы и дошли. Уже как 5 лет перспективный корреспондент. У меня всегда ощущение, что ей 13. Она же маленькая еще, да? Сколько ей лет? Она такая, типа, Воу, йоу. Помню сюжет, когда мы ходили по школам. Тогда для нее я был кумиром, между прочим. Она еще сфоткалась там со мной. У Леры очень красивые и длинные ресницы. Но Лера бомба, конечно. Лера собирается заняться профессиональным мейкапом. Но при этом она уже на данный момент обладает достаточно неплохими навыками. Когда она сама красится на съемке, кажется, что ее покрасил профессиональный визажист. Еще у нее всегда ровные и аккуратные стрелки. Капец, это просто... О, сработало. Они одинаковые. Как она вообще это делает? Нельзя пользоваться магией вне Хогвартса. Она говорила, что хочет поехать в Питер. Когда я впервые увидела Леру, я подумала, что она вообще стерва какая-то. Честно. Это было собрание у нас в гик-кафе. Там сидела Лера где-то там на первых рядах и что-то очень там прям яростно предлагала. Она очень уверенно говорила, и мне показалось, что она прям такая вообще. Ей слово вставишь, все, короче. На самом деле она оказалась не такой, как я думала. Она веселая, она тоже занималась КВНом. В составе сборной команды КВН она ездила в лагерь «Океан». И еще она играла в команде КВН «Чуваки». Опыт КВНа очень хорошо помог Лере общаться с людьми. У тебя есть в лиге любимый игрок? В лиге, да, есть это Виталий Щукин. Виталий Щукин, я люблю тебя. Она очень хорошо импровизирует в кадре, всегда стремится какой-то показывать движ. Энергичная. Иногда даже, мне кажется, чересчур энергичная. Очень болтливая, громкая. Лера единственная, кто из всех девчонок согласилась, прям она хотела спрыгнуть с парашютом. Как она вообще осмелилась на это? Мама, Прости меня. прости меня, ты не знала про это. Когда Лера прыгала с парашютом, я до последнего думал, что у нее не хватит духа это сделать. В конце еще такая спокойная вышла, как будто ничего не было. Она меня очень этим впечатлила, потому что лично я бы ни за что бы не согласился вываливаться куда-то на поляну за ни за что. Лера любит дурачиться, а в Инстаграме она такая чикита-бомбита. Но на самом деле она очень веселая и прикольная. Ее же все обожают. О, Рая, Рая, Когда Рая снимала первое видео у нас на студии, она несколько отличалась внешне от себя нынешней. Микрофон сбил. У Раи были длинные волосы вот такие. Потом она постепенно стала отрезать. И сейчас у нее еще короткие вот такие, почти как у меня. Человек, с которым комфортно быть в кадре. Виолетта! Выходи отсюда! Виолетта! Удочка! Рая единственный человек у нас на студии, который получает полноценное журналистское образование и станет, в конце концов, дипломированным журналистом. Доброжелательная и общительная. Рая любит очень странные дела. Увлекается сериалами. Рая девчонка гик. Любит комиксы, я это знаю. Не спрашивайте, откуда. Рая коллекционирует фигурки фанка-поп. А Ваня про это знает, потому что Рая у него их и покупает. То есть там отношение дилер-покупатель. Рая любит этих, такие страшненькие маленькие гномики волосатые. Гремлины, по-моему, да? Иногда часто говорит их голосами. Рая любит издавать разные смешные звуки. Первое время, когда она только пришла к нам на студию, мне было вот это непривычно, когда человек рядом с тобой говорит «кря» или что-то вот такое. У Раи довольно красивый Инстаграм. Рая любит пингвинов. Она любит пингвина из Бэтмена, интересно. У Раи кошка с гетерохромией. Скромная девочка. Или мне так кажется, может быть. Как она такая тихая, что-то ходит, а в итоге ее видео набирают больше просмотров, чем у всех. Некоторые не ожидают, но у Раи довольно много татуировок. Рая для меня человек-загадка, вот честно. В какой-то компании она всегда сидит, молчит, а потом как-нибудь в тему пошутит. И мне это очень приятно, потому что очень мало людей с чувством юмора, которое мне приятно. Человек-красота. Крашеные волосы. У Сергея Мартынова никогда не было длинных волос. Он загорел. Я сначала думала, что он ходит в солярий, а он не ходит в солярий. Мы вместе как-то праздновали его день рождения в Париже, на Эйфелевой башне. Вот сколь долгим бы не был путь наверх,
Путь вниз будет точно таким же. Единственный человек, который снимает рубрику раз в год. Сережа хороший. Человек, у которого есть свое мнение. Пусть оно, конечно, я с ним вообще не всегда согласен. В большинстве случаев. Сергей Мартынов жесткий сутяжник. Он любит писать жалобы, любит писать всякие заявления в ЖКХ. Он очень много хихикает. Заразный смех. Очень громко и много смеется. Вот так смеется Сергей Мартынов, короче. Сергей владеет музыкальными инструментами. Серега окончил музыкальную школу по классу фортепиано. Киски спят и рыбки спят, зайкам спать велят. Крыжикины сапоги, сапоги, сандалики. Он умеет играть на гитаре. Мы с ним записывали кавер. У нас должен был проект, кавер-проект. И мы почти записали, но я заватил. Осень, я давно с тобой не был. Осень! Любимая группа «Рамштайн». Однажды Сергей Мартынов снял бейсболку и толстовку с гитариста или басиста группы Noise MC. Однажды поймал полотенце от гитариста группы Scorpions. Сереге часто везет на знаменитости, он постоянно подрезает мне какие-то вещи. Очень много раз меня зовет кушать, когда я уже покушал. Легко догадаться, что Сергей заядлый футбольный болельщик, потому что он постоянно носит джерси футбольный. У него одна и та же одежда. Вот эта футболка, это Арсенал. И это леопардовая. Вот это, вот. Когда ты подумал, что тебе идет леопард, это... Я, кстати, его ни разу не выигрывал в фифу. Он зачем-то меня зовет играть в фифу, просто унижает на самом деле. Ну давай, Макс, давай. И мы сидим, играем в фифу. Вот поэтому, Серега, я не хочу к тебе приходить, потому что я вообще ухожу с заниженной самооценкой. Я не люблю проигрывать. Серега очень легок на подъем. Любые спортивные виды активности он всегда за. Ну и вообще увлекается спортом, в принципе. Я помню еще, когда мы ездили все в арену. Мы все ехали в Сережиной машине, все вместе, и мы ехали под сектор газа. Здрасте. На мне Маша сидит. Ванька. Ну, Сережа, ну, леопард. Сережа Мартынов очень добрый и отзывчивый человек. Он всегда меня поддерживает, он меня кормит, одевает, хотел сказать. Ну, по сути, он продал мне вещи, значит, он меня одевает. Он как батя вообще. У него прозвище якутский Том Круз. Не знаю, это не я ему дал. Когда вы все смотрите, я не могу так. Я вообще же его не знаю. Иван Пронин — единственный человек на студии, который старше меня, но выглядит моложе меня. Это очень огорчает меня. Почему так? Вы видели когда-нибудь более брутального на вид парня, который весь такой няшный? Большой и добрый. Он часто делает вот так. Всегда причесанный, и меня тоже это бесит. Почему? Ваня стильно одевается. Ни капли жира у него нет. Меня вот это бесит. Почему? Человек старше меня, где пузо? Жрет и не толстеет. Это мужская ведьма. Ваня очень аккуратный, очень ответственный, очень педантичный человек. Очень фотогеничный. Как это называется? Фактурный? Фактурный? Вань, ты норм. Старательный, обязательный, умный. Ваня проходил практику в Следственном комитете. Что бы вы ни спросили у Вани, он найдет, что ответить. Стремится к тому, чтобы все было сделано идеально от и до, и это проявляется во всей его жизни. Ваня постоянно шутит про то, что мне 13, а я шучу про то, что ему 40. Ведь мне 19, а ему 30. Ваня работает в 1С. Ну, кстати, Ваня Пронин показался прям таким интеллигентным мальчиком, и иногда это даже бесит. Ваня очень атлетичный человек. И серьезно, несмотря на то, что он выглядит добрым, дружелюбным, пушистым, корректным, не злите его, потому что... Он занимается джиу-джитсу вместе с Кэпом. Победу одерживает Иван Пронин. Очень крутой. В этом году он ездил в Москву. У нас есть про это сюжет, если вам интересно. На чемпионат по джиу-джитсу. Занял там 2 первых места и получил синий пояс. До встречи в новом году. Вы были на канале Ветви. До скорых встреч, дорогие друзья. И еще увидимся. Всем пока. Ой, ты еще здесь? Пока. Я закрыла камеру. Классный переход будет.
Соргор биһиги кораппытыгар тохтасылыллах үчүгө сох курдук. Ол эрен эйигин кахан багар өйүр-өйдүр табарыстарын манна баалар. Дойдугар да сылжан андойдону кытары теңге билсе олар оккасып. Манна арас элбе хайгага бән кыйкын кырдыры хүнсөп. Олоққор ханнык солу тутухарын бәйгыттен тутулуктах. Экономика онна менеджмент Восточно-Сибирского института. Как выбрать то, что будет приносить пользу, что будет по-настоящему интересно? Определиться с будущим уже сегодня и не разочароваться в этом позже. Оставаться рядом с близкими и друзьями, но при этом открывать новые горизонты. Чтобы достигнуть чего-то большего, нужно начинать идти к цели прямо сейчас. Якутский колледж инновационных технологий. Будущее в твоих руках.